Красивые горные виды, свежий воздух и запустение. Так можно описать нынешнее состояние села Керменчик в Бахчисарайском районе. Его название в переводе с крымско-татарского языка означает «маленькая крепость». В 1944 году всех крымских татар Керменчика преступно депортировали, а само село переименовали «Высокое». Но здесь и сегодня все буквально пропитано крымско-татарской историей. А на старых улочках Керменчика до сих пор можно увидеть чудом сохранившиеся крымско-татарские дома. Огымызда турган бу эв, эвел замандан баба деделерімізден қалған эв. Бұның эв сайыбы лағабы пармаксыз Сулейман олған. До депортации на территории села было более 10 колодцев. Несколько из них сохранились до сегодняшнего дня. В том числе и колодец Асмахую. Приезжая в родное село, уроженцы Керменчика с удовольствием пьют из него воду и вспоминают вкус детства. Бұл асма хую эвел замандан қалған хуюлардан бірі. Сон кел заман тепесіне мына білен уйдырмалар яптылар. Ве бұл хую бүтін Қырым татарының сырыны біле, сырларыны біле. Ве yoldaş ola Қырым татарларға келген кечкен бұл эвелден қалған несілеріміз епсі бұл хую башына келіп, көз яш токып суындан içip кечелер дайым. До депортации жители Керменчика выращивали табак. В селе также собирали богатый урожай яблок и груш. Остатки былой роскоши можно увидеть здесь и сегодня. Родители Нафе Велишаева – уроженцы Керменчика. После возвращения из мест депортации в Крым они не смогли поселиться в родном селе и теперь живут в Старом Крыму. Но как только Нафебий услышал, что в Керменчике продается дом его дедушки, сразу же приехал и купил его. Bu bizim har babalarımızın evleri. Bunda bizim babalar, Hart baba, Hart dedeler bu teritoriyada doğuldular. Bu bir tane kaldı. Bunda 3 tane başta abla azbarlar ki 3 tane 4 tane ev olaydı. 3 oğlu olsa 3 ev var idi. Bu azbarçı 1, 2, 3 tane ev idi. 3 evden bir ev kaldı, kalanları yıkıldı. Bunu kolum varma yıktırma isteyim. Eskicesine onu kena birinci Cenk'ten o güne olan vaktinde восстановить etmeye Rusça айтқан gibi. Отец Нафе Велишаева Суфьян Велишаев был старшим танкистом и участвовал в нескольких войнах. Вернувшись с фронта в родное село, он увидел лишь опустевший дом. Gelirimde bir kimse yok. Son 24 saat verirler. Выезжать отсюда деп. Gitmegen yanımda koy barıydı. 24 adamı расстреляли. Сказали, вот здесь клуб, в клубе собраний. Келді автобус, bir koy солдаты, 20-25 адам. Отырлар автобусға, алып кетtiler. А там их уже в лесу сдали и всех расстреляли. А которые уже поняли, в чем дело, железнодорожный вокзал, собрание ула, а там все офицеры, все умные люди говорят, баллар, bir yerde miting yaptı, hepimizin atacaklar, давайте поездға, кто на чем, и в Азию, к своим родителям. И вот rahmetli babam, avlen olup, поезден Ташкентке бара, сой-сопын тапа. На территории Керменчика 3 мусульманских кладбища. Одно из них находится недалеко от местного стадиона. После возвращения в Крым уроженцы Керменчика пришли в ужас от увиденного. Новые жители села, переселенные сюда из различных областей России и Украины, буквально разворотили средневековое мусульманское кладбище. Все надгробные камни они использовали в быту. Кто забор себе сделал, кто садовую дорожку. Местные активисты во главе с Мусой Сетвелиоглу вернули все надгробные камни на кладбище. Bu mezarlık bizim hartların aytışına göre en eski mezarlıktan biri. Bu koy içinde bilgenime göre 3 tane mezarlık var. Biri bu mezarlık, biri aşağı Kermençik'te, biri yukarı Kermençik'te. Gelgen geçken o'zimizin millet işte. Bu mezarlıkta yatxanların ruhuna dualar okup keçeler berdi. На территории старого кладбища находилась и мусульманская мечеть. Сегодня от нее осталась только одна разрушенная стена. Bu mezarlığın tepesinde, bir yerde eski zamanda
Шу малені жәмесі тұрған. Ау жәмені қалған іште дуар қалаулары аберде сақланып қалған. Қалған бүтін ташларын, дуар ташларын işleткенлер жеңтен сон құрылған яңы евлерге. Сегодня Кирменчик переживает не лучшие времена. Раньше здесь были крымско-татарская школа, медпункт и даже клуб. Сейчас от этих зданий остались одни развалины. Село опустело. Здесь постоянно проживает лишь около 100 человек, а вся территория буквально застроена дачами. Но уроженцы Кирменчика и их потомки твердо намерены возродить былую славу села. Они уже построили здесь новую мечеть.